1 июля этого года судебным приставам разрешили выход по местам проживания должников. Норма временно не действовала из-за пандемии коронавируса. Чего ждать должникам? Обсудим это прямо сейчас. Сегодня с нами главный судебный пристав по Республике Башкортостан Ильнур Махмутов. Ильнур Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, чего ожидать должникам? Сейчас вот с 1 июля норма снова заработала. Да, мы целый год практически не посещали место проживания наших должников, и за этот период накопилось довольно-таки большое количество исполнительных производств, по которым необходимо принять процессуальное решение. Здесь не надо паниковать. Дело в том, что это процедурный вопрос, который нам необходимо обязательно исполнить. Дело в том, что ряд наших должников граждан, к сожалению большому, скорее всего, не смогут заплатить по долгам. Это кредиты, накопленные долги по ЖКХ и ряд других. В связи с этим нам необходимо подтвердить этот факт путем посещения места проживания наших граждан. Соответственно, после этого законом предусмотрена процедура, мы окончим это производство, в том числе без исполнения, и у наших граждан будет время, хотя бы полгода, как-то собраться финансово, где-то получить реструктуризацию этой задолженности или решить вопросы с кредитором. Надо понимать, что в этот период понятно, что мы не будем, можно быть, кредитором и дальше. Это, конечно, не говорит о том, что задолженность полностью будет исключена у нашего должника. Через полгода эта процедура может быть повторена. То есть предъявляется новый исполнительный документ, вновь тот же самый исполнительный процесс возобновляется и, соответственно, процедура повторяется. Но отмечу, что у нашего гражданина будет возникать возможность собраться силами, решить эти вопросы, в том числе, конечно же, решить вопрос, если это будет основание для этого иметься, решить вопрос по банкротству. Вообще большой объем? У нас на сегодняшний день порядка 488 тысяч должников по кредитам, порядка 45 тысяч должников по услугам ЖКХ. Но имеем в виду, что, конечно же, не все эти должники попадут в эту категорию. Мы подобрали тех кандидатов, которые, естественно, там уже не владеют имуществом, у кого есть большие затруднения с оплатой долгов. И, кстати, надо сказать, что эти вопросы были проработаны нашими взыскателями. Основные кредиторы – это крупные кредитные учреждения, массовые взыскатели. С ними эти вопросы согласованы. Поэтому здесь паниковать ни в коем случае не надо. Наши сотрудники просто фиксируют факт того, что у вас пока нет возможности платить эти долги, и будет принято решение. Но необходимо отметить очень важный момент. Дело в том, что ряд наших наверняка граждан подумают, что это есть возможность таким способом избавиться от долгов полностью. Во-первых, это не избавит от долгов, во-первых. Во-вторых, те лица, которые владеют имуществом, у кого есть где-то попрятанные, скажем, активы, те же самые выведенные имущества, переписанные какие-то объекты недвижимости, там, транспортные средства, их это не коснется. Дело в том, что по этой категории мы работаем довольно эффективно. Выведенное имущество будет возвращено обратно в собственность должника путем оспаривания совершенных незаконных мнимых сделок. Но если это будет граничить с уголовно наказуемым деянием, у нас есть практика возбуждения по таким фактам уголовных дел. То есть не надо здесь абсолютно шутить с этим законом, и надо очень здраво подходить к этим вопросам. Если у вас есть возможность, необходимо долги, конечно, гасить. А сейчас у нас накопившееся производство, мы должны отработать таким способом. Ильнур Анварович, с сентября прошлого года заработала норма внесудебного банкротства, да, люди могут обращаться в МФЦ. Как вы оцениваете эту норму и вообще в целом, что вы думаете по поводу банкротства, процедуры, да, насколько она эффективна? На самом деле, если говорить про статистику, по статистике, у нас количество таких производств увеличивается. Если в прошлом году их было порядка 1500 на сумму порядка 600 миллионов рублей, то за 6 месяцев этого же года у нас порядка 3500 таких заявилось людей, которые объявили себя банкротами, сумма порядка 1,3 миллиарда рублей. Эта процедура, она законная, она прописана в законе. Закон был принят в прошлом году, соответственно, он позволяет людям, которые не имеют возможности банкротиться через суд, эта процедура довольно-таки дорогостоящая, длительная. Если сумма долга не превышает от 50 до 500 тысяч рублей, он имеет право обратиться с заявлением в МФЦ. Значит, в этой ситуации, соответственно, он будет объявлен банкротом. Там есть одно очень важное условие, как раз таки возвращаясь к первому вопросу. Дело в том, что для этого необходимо, чтобы наша служба подтвердила путем принятия всех доступных законных мер, что у этого должника не имеется какого-либо имущества или иных активов. Вот как раз таки это решение об окончании производства будет являться основанием для признания нашего гражданина банкротом в несудебном порядке, через обращение, через органы МФЦ. А что вы думаете по поводу эффективности процедуры банкротства? Знаете, бывают разные ситуации. Понятно, что иногда долги возникают по таким долгам, в которые действительно человек влез, скажем так, по необходимости. Да, там, лечение, где-то бывают какие-то сложные жизненные обстоятельства. Ситуации бывают разные. Поэтому иногда человек не видит никаких способов, иногда это заканчивается трагедией.
Вот чтобы вот такого не случилось, естественно, государство приняло такие законы, чтобы вот в этой ситуации помочь нашим гражданам выйти из тупика, который он, по сути, да, оказался. Это законный способ выйти из этой ситуации. Но он должен быть, естественно, там, взвешенный, очень обоснованный, и, естественно, там, эта процедура четко прописана в законе. Но как бы то ни было, к чему это приведет, вы понимаете, да, что наверняка уже прекратится вот это необоснованное, верная, значит, раздача необоснованных ничем абсолютно кредитов, в частности, со стороны микрофинансовых учреждений. И наверняка политика будет пересмотрена кредитными учреждениями. То есть, если вы выдаете кредиты, как это происходит обычно, да, в таких вот ситуациях, риск должен быть просчитан. Можно ли вернуть этот долг в последующем? Можно ли будет потом взыскать эти задолженности даже через судебное решение? Теперь, значит, политика по выдаче таких кредитов, естественно, будет пересмотрена. Судебные приставы смогут привлекать к ответственности банки за нарушение прав должников. Во-первых, о каких правах должников в этой ситуации идет речь, да, и какие санкции грозят финансовым учреждениям? С 2017 года наша служба надзирает за коллекторами. Да, туда включаются те, которые организации включены в реестр наш, и микрофинансовые учреждения. Кредитные организации были исключены из нормы, соответственно, даже при нарушении закона о возврате задолженности, при нарушениях, соответственно, мы не имели права, не имели возможности влиять на эту ситуацию. И она обострялась последние 2 года. То есть количество нарушений, то, что мы фиксируем со стороны кредитных учреждений, неуклонно росло. Банки понимают, что там эта ситуация такова, что не особо как бы мы на это внимание можем обратить, нет рычагов воздействия, соответственно, количество нарушений росло. То теперь вот с 21 июня этот закон вступил в силу, поправки были внесены в Кодекс административных правонарушений, и там вот эта ситуация исправлена. То теперь, если получается, если нарушает права нашего гражданина-должника со стороны банковского учреждения, происходит нарушение прав, мы имеем право составить протоколы. Протокол довольно-таки жесткий, теперь и сумма штрафа увеличена, там, если раньше должностное лицо отвечало от 10 до 100 тысяч, теперь этот штраф, значит, от 20 до 200 тысяч рублей, юрлицо от 20 до 200, теперь увеличение до 500 тысяч рублей штрафа, это по первой части. И другая норма, которая сейчас работает, это то, что мы все эти протоколы рассматриваем самостоятельно. Судебное решение будет касаться только тогда, решение будет суда тогда, когда будет решаться вопрос о дисквалификации руководителя организации, либо о приостановлении деятельности его всей организации, нарушение закона о возврате просроченной задолженности. Давайте вернемся к коллекторам. Вы эту тему уже затронули. В прошлом году зафиксирован рост числа нарушений по телефону, да, с их стороны. Вот какие меры здесь должны быть приняты и что на практике еще происходит? Мы очень часто фиксируем факт того, что да, действительно, наши коллекторы очень редко прямо контактируют с нашими гражданами. Более, наверное, для них эффективный и более такой безопасный способ работы с должниками через телефонное общение и через социальные сети. И как раз таки вот на этом этапе происходит нарушение их прав. Либо это увеличение числа звонков, либо какие-то угрозы. А если социальные сети, то там фантазия вообще играет хорошо. Могут быть какие-то совершенно уже безобразные вещи. И мы уже постепенно научили наших граждан, как это правильно фиксировать, эти нарушения. Они записывают разговоры, они фиксируют переписку, да, делают скриншоты и так далее. Мы сейчас очень тщательно, настойчиво обучаем наших граждан, каким образом вот в этой ситуации поступать. То есть они теперь фиксируют записью, значит, разговоры, да, делают скриншоты. И, соответственно, это позволяет нам в этой ситуации помогать нашим гражданам, привлекать к ответственности за нарушение закона этих коллекторов. Поэтому, если есть такие факты, мы, естественно, будем на них реагировать. Только надо не бояться этой ситуации. То есть вся информация у нас доступна есть на нашем сайте, там есть специальные даже памятки. Если вдруг вы чувствуете, что что-то идет не так, вас что-то волнует, беспокоит, проконсультируйтесь, мы окажем помощь даже в онлайн-режиме, там, путем подачи вот этих заявлений через наш сайт, через в группу ВКонтакте или просто звонок на телефон горячей линии. Ну, еще одна актуальная тема – это отдых. Все-таки лето, да, вот чтобы не испортить себе отдых, понятно, что нужно заплатить долги. Вот ситуация по должникам в этой части как выглядит сейчас, в этом году? Хороший вопрос. Дело в том, что да, действительно, наверное, период пандемии, когда были закрыты границы, этот вопрос не казался таким актуальным. Теперь, значит, после того, как уже открылись направления, очень много наших граждан, конечно, будут планировать отдых за границей. Конечно, я советую всем в первую очередь, первым делом перепроверить наличие долгов. Буквально вот перед тем, как сюда приехать на эфир, мы столкнулись с ситуацией, когда нашу гражданку не пустили на рейс, потому что были долги не оплачены. Причем серьезные долги, там порядка 200 тысяч рублей. Вот, чтобы в эту ситуацию не попадать, естественно, перед тем, как планировать, погасите все свои долги. Решить вопрос по реструктуризации, отзывы с полдокументов с исполнения со стороны взыскателей. И если эти долги имеются, вы поверьте, мы в этом году уже вынесли порядка
300 тысяч только ограничений, и порядка 400 тысяч граждан, имеющих долг свыше 30 тысяч рублей и 10 тысяч 2 месяца непроплаты, соответственно, они все ограничены в праве выезда. Поэтому, конечно, риск того, что вас на границе развернут обратно, очень высокий. Поэтому лучше гасить долги, во-первых. Во-вторых, проверять их наличие. В-третьих, наверное, выбирать более свои места отдыха. Это то же самое наши курорты. Ну и самый простой способ зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов, ввести свое имя, фамилию, да. и там на уже вся нашем информация. сайте Самый простой способ. Самый простой способ, а самый, наверное, удобный и перспективный, это единый портал государственных услуг. Там у вас покажут, где этот долг, как он возник, соответственно. Вы имеете право там подать обращение, заявление, ходатайство, даже жалобу, и там же погасить долг, без каких-либо абсолютно серьезных комиссий. По приему граждан, какова ситуация сейчас? Прием граждан также продолжается ежедневно в каждом нашем подразделении, но опять-таки, учитывая всю обстановку, необходимость работы на территории, это происходит по записи. Поэтому мы всем рекомендуем, естественно, придерживаться тех правил, которые предусмотрены для нераспространения коронавирусной инфекции, наличие маски, средств защиты, во-первых. Во-вторых, записаться на этот прием заранее через сайт. И в-третьих, конечно, стараться вопросы решать удаленно, дистанционно. Опять-таки, путем подачи заявления через единый портал госуслуг, либо, если какие-то оперативно сложные вопросы, которые требуют просто консультации и так далее, это наши телефоны колл-центра. Спасибо большое, Ильнур Анварович. Спасибо вам. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был главный судебный пристав по Башкортостану Ильнур Махмутов. И мы говорили о том, как должникам сделать ситуацию более комфортной для себя. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.